И я очень рад, что сегодня в гостях находится тот человек, которого я лично безмерно уважаю, без всякой лести сейчас это говорю. Человек, который очень много сделал, много вкладывает до сих пор и будет, я думаю, вкладывать в развитие нагайцев как таковой нации, даже я бы сказал, вот как бы это громко не звучало, заместитель директора Российской академии народного хозяйства при президенте Российской Федерации Эльдар Шамилович Идрис. Эльдар, хош келдиң, салам алейкум. Ассаламу алейкум. Барыңызға салам беремін. Астрахан қаласынан, Еділ Яғы бойынан. Вообще, кто такие? Давай вот дадим такое резюме. Астраханские нагайцы. Давай сначала вот с этого начнем. Кто они такие? Ну, действительно, астраханские нагайцы – это один из ареалов, скажем так, проживания нагайцев в Российской Федерации. И так не просто, скажем так, дать ответ на этот вопрос, потому что у нас в Астрахани выделяются 4 группы астраханских нагайцев. Это юртовские нагайцы, Кареле Ногайлар Безайтамас, Карагаш Ногайлар, Кундрау Ногайлар и Утар Ногайлар. У каждого из них есть свои особенности, которые сложились в процессе истории. Скажем так, ну вот если взять историю нагайцев, да, вот когда начался период распада Ногайской Орды, в середине 16 века, то одной из ранних групп, которая стала обитать вокруг города Астрахани, постепенно переходить на оседлость, это являются юртовцы. Это наиболее такая сложная группа, которая, значит, ну, похожа в какой-то степени, может быть, на тех нагайцев, которые от кочевого скотоводства перешли к земледелию. Да, вот такой момент можно отметить. Говоря про астраханских нагайцев, еще прям несколько слов таких вводных. Интересная ситуация сложилась в конце 19-го, начале 20 века. Астрахань, несмотря на такое разнообразие нагайских групп, стал одним из центров развития нагайской культуры. Ну, сам посуди. Астрахань дала очень много имен, которые сыграли свою роль вот именно в общенагайской культуре. Да, это прежде всего Абдухамид Шишибей Джанибеков, который, правда, был учеником, значит, Абдрахмана Умерова Гумари. Я думаю, что у истоков всех этих процессов стоял Абдрахман Умеров Гумари. Он был наставником и Абдулхамида Джанибекова, и Басыра Абдулина, и Булата Салиева. Эти имена нужно знать, и они несли очень большой вклад в целом, скажем так, в развитие исторической науки. Ну и в целом, скажем так, это было связано вот именно с процессом, скажем так, осознания, скажем так, нагайцами себя как, вот, ну, ты сказал слово «нация», да, вот Абдрахман Умеров, он эту концепцию продвигал. Недавно нашел очень интересную статью, что, оказывается, Абдрахман Умеров Гумари, он был вообще духовным деятелем, да, он занимал духовные позиции, в середине 20-х годов был на Северном Кавказе. И вот в рамках тех процессов, которые были связаны с объединением нагайцев на Северном Кавказе, он даже ставил вопрос о создании Ногайской республики в 20-х годах. Этот вопрос, условно говоря, тоже был инициирован как концепция, значит, в период советской власти. Это очень интересные данные, причем о нем написали нам именно казанские историки из Казани. Эльдар, вот ты как связан с нагайским движением? Я думаю, ты учился все-таки, да, закончил профильную специальность. Почему все-таки ты решил за это взяться? Ну, так получилось, что вот жизнь связала со многими процессами возрождения ногайской культуры в Астраханской области. Во-первых, в 1988 году я попал на 200-летие празднования Севаситовка. Это было большое межрегиональное событие, куда приехали представители вот нагайцев, в частности, Северного Кавказа, да, то есть это было действительно, ну, период перестройки, представь себе. Люди впервые надели национальные костюмы, значит, да, то есть это был вот именно период такого возрождения. Я попал на это событие в начале октября 1988 года. А вообще у нас в Астрахани очень интересно происходил процесс возрождения вот нагайской культуры в конце 80-х, в начале 90-х годов. Здесь надо отдать должное Равилю Тихомировичу Джуманову, который является основателем, первым руководителем общества ногайской культуры «Берлик», который создал множество различных проектов, которые, значит, ну, были связаны с ногайским языком, культурой. Ну, несколько назову, да, «Джанибековские чтения», да, проект, который имеет такое большое просветительское значение, который связан с именем Джанибекова. Значит, он был одним из авторов программ на ногайском языке на телевидении региональном, где принимали участие дикторы, ну, ногайцы, да, вот именно Белла, значит, Байрамбике, значит, Саида Муратовна, Софья Нуруаева. Это как раз вот именно представители ногайцев Северного Кавказа, которые внесли свой вклад вот именно в развитие ногайского, скажем так, движения здесь. Кроме этого,
еще несколько таких моментов скажу, что с 96-98 года я стал, в общем-то, участвовать в деятельности общества Берлик. В 96 году я попал на одно мероприятие, это была научная конференция, где мне удалось познакомиться, во-первых, с Виктором Михайловичем Викториным, это этнограф, один из наговедов, значит, в Астраханской области. На этом мероприятии был Рамазан Хусинович Киитов, известный, значит, доктор наук, этнограф, который в том году ушел из жизни, и Арсланов Леонид Шайсултанович. Это является одним из таких очень крупных языковедов, в частности, доказавших то, что в Астрахани именно нагайцы разных групп говорят на нагайском языке. И в какой-то степени я вот тогда получил некое такое наставничество и благословение. В частности, Рамазан Хусинович Киитов сказал, что нам нужны историки, нам нужно вот именно развивать это направление. После этого я стал, в общем-то, погружаться в эту тему на студенческом уровне, да, и защитил дипломную работу. Значит, и вот этот процесс начался, да, вот, некий такой переход в науку, скажем так, да. Одна из целей, которая была у нагайского движения, в частности, общества Берлик, она связана, конечно же, с воссозданием нагайского самосознания, чтобы, получилось так, мы знаем такую ситуацию, что в советское время астраханские нагайцы были записаны как татары. Нас ассоциировали с татарами. В наших школах преподавался татарский язык до 60-х годов. И наши старожилы, они знают татарский язык, татарскую культуру. Одной из главных задач было как раз, чтобы местное население постепенно возродило свое истинное этническое самосознание. Это первая была задача. Она стала проявляться от переписи к переписи. В 1989 году, значит, было зафиксировано где-то примерно 3500 нагайцев, значит, в Астраханской области. В 2002 году уже 4570, а в 2010 году 7589 нагайцев, то есть которые себя стали осознавать нагайцами. Вот этот момент. Кроме этого, говоря про нагайское движение, какие события повлияли, да, на его развитие, надо отметить, конечно же, проблемы, связанные с переселением. Вот одно из главных сел, где раньше развивалась нагайская культура, это село Ситовка, да, она попала в зону деятельности «Газпрома», Астраханского газоперерабатывающего завода. И возникла проблема с переселением нагайцев Ситовки и близлежащих сел. Они стали переселяться в микрорайон Бабаевского, село Ростопуловка, село Красный Яр. И вот в этом отношении, тоже, скажем так, события, которые очень сильно повлияли. Потому что вот это экологическое движение способствовало людей тому, что мы стали вспоминать о том, что о своих нагайских корнях, да, значит, понятное дело, что процессы были не совсем позитивные, значит, потерялась общность, потерялась компактность проживания, но в целом это тоже был такой кардинальный момент, который был связан с нагайским движением, об этом нужно вспоминать. Кроме этого, надо отметить, для развития нагайского движения, помимо того, что было общество нагайской культуры Берлик, это основное взрослое общество, которое делало основные такие большие крупные мероприятия. В начале 2000-х годов был создан молодежный центр нагайской культуры Эдыге. Значит, Рафик Жумайнович Абдулаев, он создал это молодежный центр, и потом он передал это общество молодежи. И здесь хочется вспомнить то, что мы... Значит, много у нас есть активистов, которые здесь есть. Это астраханские наши нагайцы и нагайцы, которые у нас обучались. Это особенно большой пласт был связан со студентами консерватории. Мы реально, значит, эти все процессы совместно, местные астраханские нагайцы, стали вместе делать очень много мероприятий. Значит, да, то есть, и в этом отношении некий такой результат получился в 2010 году, когда проводилась перепись. Значит, помимо молодежных мероприятий, конечно, было очень много мероприятий таких взрослых, да, мы, условно говоря, эту тему развиваем. И сейчас тоже новое время. Сейчас очень интересные процессы происходят, помимо того, что я определенным образом сложился как общественный деятель. Сейчас появляется очень много интересных новых молодых лидеров. Это Рамиль Шамхамбетов, это Амир Мусаев, он представитель юртовских нагайцев. Вот можно посмотреть, как эти ребята, в общем-то, работают в интернете. Они действительно взяли тему сохранения местного колорита. Они сетуют за нагайский язык вот именно в контексте карагарского диалекта, юртовского диалекта. И я думаю, что вот их деятельность тоже даст результаты в переписи 2020, скорее всего, 2021 года. Вот, возвращаясь на тему татаров и нагайцев, остались ли, или это покажет перепись, люди, которые до сих пор считают себя татарами?
Ну, да, в общем-то, вопрос этот связан с тем, что если по переписи 2010 года нагайцами себя зафиксировало 7589 человек в Астраханской области, при том, что примерно 1000-1500 это те нагайцы, которые к нам переехали на постоянное место жительства из Северного Кавказа, да, то есть и они стали, условно говоря, астраханскими нагайцами, да, приняты в наше сообщество. Мы с ними вместе взаимодействуем. Наше общество, в частности, состоит как из представителей астраханских нагайцев, и в свой вклад вносят представители нагайцев Северного Кавказа. Мы здесь не разделяемся, мы стараемся быть вместе. А вот если взять исторически, значит, примерно 30-40 тысяч вот, населения Астраханской области связано с нагайцами. То есть это вот юртовская группа большая. Она действительно татаризировалась. У них в школах преподается татарский язык. И в какой-то степени многие ориентируются культурно на Татарстан, на Казань. Здесь вопрос, наверное, не только связан с личностью, с личным самоопределением. Да? Здесь еще много вопросов, связанных с тем, как организовывать практическую деятельность. Ну, в частности, связанную с деятельностью, с песенными, с фольклорными моментами. Да? То есть, если мы заявляем как нагайцы, значит, да, мы должны обеспечить этот процесс. Должны быть некие формы культурные, в частности, язык и так далее, они должны быть идти следом после того, как мы заявили о своей нагайскости. Карагаши об этом заявили. Мы ввели в школах преподавание литературного нагайского языка. Правда, ситуация, конечно, сейчас немножко хуже, чем в 90-х годах, но карагаши сориентировались на литературный нагайский язык и на тесное взаимодействие с нагайцами Северного Кавказа. Значит, в юртовском вопросе, наверное, я думаю, будет сложнее. Юртовцы – это многосоставное такое, скажем так, образование. Здесь в этом вопросе, наверное, нужно будет учитывать очень сильное их видоизменение. У них очень много, скажем так, напластований. Даже вот ютовский диалект, да, он своеобразный. Наверное, нужно будет развивать что-то именно вот в этом направлении. Пускай это будет не массово, пускай это будет в контексте деятельности общественных активистов. Но это, в то же время это интересно. Они имеют историческое право называть себя нагайцами. Здесь вне всякого сомнения.